Поднимите, пожалуйста, руки вверх те, куларыңызды көтеріңіз. Для кого сегодняшний наш Шаджара Байрамы, праздник родословный, это большое событие. Вот! Альхамдулилля! Каждому очень важно его родословные, прадеды наши, кто они. Всех это, естественно, интересует. И я рад, что вы принимаете участие в этом. Бірге болайық, достарчы яшик, har vaqtda da biz inshaalloh olda bo'lacakmiz. Biz birga. Сегодня вот Шаджара Байрама, это уже 3-й раз мы проводим, уже в традицию вошло, и люди идут, интересуются. В династии врачей сегодня есть, да, в династии финансистов, бизнесменов, строителей, железнодорожников. И этот праздник мы празднуем, чтобы люди еще больше обратили внимание на свою родословную. Под лежачий камень вода не течет. Кто это должен сделать? Ну как, кто, если мы сами? Несколько лет назад, когда еще моя бабушка была жива, мы прям с ней садились, и я записывал ее на видео. И на самом деле, вот слушая все это, понимая, какие трудности они преодолевали в свое время, безусловно, ты смотришь уже на текущую жизнь совершенно другими глазами. То есть это определенно мотивирует двигаться дальше. Старый Слобода славится своими знаменитыми просветителями, писателями, купцами, богословами, дела которых продолжали в основном их сыновья и дети. Мы вспоминаем такие династии, как Апанаевых, Амирхановых, Утягановых, Сабитовых, Ибрагимовых. Их семьи строили наши сегодняшние исторические мечети, мадресе, типография. И радостно то, что на сегодняшний день наши современные купцы, бизнесмены интересуются историческим наследием и продолжают ту деятельность, которую вели наши знаменитые купцы. Свою родословную, то есть ее нужно обязательно изучать, ее нужно популяризировать. Вот я как смотрю на наследственность, это как на передачу, скажем, то, чего мы в этой жизни сами добиваемся. То есть то, что мы получили знания, мы обязаны их передать, чтобы наши дети получили то, чем мы изучали, то, что мы знаем, мы это передали им, они уже передали следующим поколениям. И это касается религиозной части, светской части, то есть культурной части. Поэтому нам очень важно именно сейчас это все грамотно передать, чтобы это популяризировать, чтобы это не только, допустим, я своей семье передал, чтобы он передал, чтобы вы передали в первую очередь. И тогда, да, действительно будет рассвет, иншаллах. Шаджара Байрамы ескитмелі. Балалар шу қадерлі көп келділер, әнилері білен, дәуәнилері білен, бек матур шиғырлар үйренгенлер, түрлі тіллерде. Меңа бигрәктә гаиләләре белән менә шулай үзләре язып шигырьләр, туганнарны сайлап алып булмый. Кадерләрен билек булганның, балаларга билеп калу кирәк. Кирәк икәнлеген туганның дип менә үзләре шундый шигырьләр язып, искитмәле матур бүләкләр белән килделәр. Бу шын тәрбия чарасы. Шын тәрбия чарасы. Бу бит менә үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйбер, ул бик дөрес. Үземнең шул 7 буын нәселемне беләм. Шуларның инде 4-сен тулысынча яздым инде биографияларын. Иң җиңеле инде тарихны өйрәнүдән, ул туган як тарихыннан башладым эшне. Аннан соң инде үземнең гаилә тарихын, нәсел тарихын өйрәнеп, шуннан соң инде үземдә тагын да теге шаныч артты, теге соклану артты үземнең әти-әниләргә, бибайларның тормыш юлын карап, и шуннан шул юнәлештә уже башка кешеләргә дә булыша башладым. Аларга шул гаилә тарихы, нәсел тарихларын язып бирәм инде. Мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм дуслар, бу эшне теге соңга калмыйча эшләргә кирәк, чөнки олы кешеләр китеп баралар, и алар белән бергә шушы нәселнең, гаиләнең тарихы да китеп бара. Менә совет вакытында бит андый кызыксыну юк иде. Безнең бабалар турында белергә кирәк тә булмады. Безнең бер шигырь бар иде, җыр бар иде. Без октябрьдә туганбыз, без октябрь баласы. Октябрьдә туганнарның Ленин була бабасы. Безнең бабабыз Ленин иде. Без бабаларыбыз белдек без. Ләкин менә шундый вакыт килде, менә бу 90-нчы еллар башындагы реформалардан соң, үзгәртеп корулардан, демократия чорында безгә үзебезнең тарихыбызга әйләнеп кайтарга мөмкинлек булды. Бабаларыбызны тикшерергә, өйрәнергә, ислам диненә кире кайтарга мөмкинлек булды. Менә шуннан соң җанланды эш. Безнең авылда 3 зур нәсел бар, өчесе дә бер бабадан чыкканнар.
Neydi? 17-ci asır başında Şoqundurdan qaçıp, anlar Şoqundurdan qaçığı üçün Başman işine yallanıp, şuşu bir süt yağına gelip çıkanlar, şuşu bizning Işıqlı degan avulni yig'ishtirganlar, ham shunda umr bo'yi yashaylar. Mening atimlar shu avuldan. Сегодня день семьи. Мы решили всей своей семьей провести время в такой красивый праздник. Я знаю свою историю семьи, но не настолько хорошо. Стараюсь каждый раз спрашивать у своих бабушек и дедушек. Мне важно знать свою историю, пока живы мои бабушки и дедушки, чтобы сохранить наш род, нашу фамилию. Да, я помню своих дедушек хорошо, бабушек, соответственно. Мою бабушку зовут Фульсина. Дедушку зовут Рашид. Я знаю примерно 3 поколения этого рода. Я считаю, каждый человек должен изучать свой род. Такие праздники, они, конечно, нужны, потому что даже родственники там из других городов, они могут приехать и посидеть, пообщаться за большим столом, вспомнить дедушек, бабушек, прабабушек. Нашим детям это нужно, знать свои корни. Почему это важно? Потому что это как элемент самопознания себя, то есть, изучая свою родословную, ты осознаешь, кем были твои предки, и понимаешь, почему ты такой, какой есть. По отцовской линии, например, знаю 16 поколений, благодаря тому, что нашли в Казанском федеральном университете тетрадь, которую записал мулла, в котором записана родословная на 16 поколений. Я ее сравнил с архивными документами, все совпадает, и это супер много. Это очень редко можно столько найти. По маминой линии у меня там изучено на 7-8 поколений. Вообще изучение самостоятельной родословной можно разделить на несколько основных этапов. Самое первое, это, конечно же, нужно прям уметь сидеть долго и разбирать документы. Второе, это общение с родственниками. Нужно просто поговорить с бабушкой, дедушкой, с тетями, дядями, и они уже могут дать информацию на 5-6 поколений, например. Третий этап – это у нас изучение по интернет-источникам. И там можно, например, посмотреть, кто воевал, кто был репрессирован. Если мы это все собрали, узнали дату рождения, место рождения предков, то тогда можно обращаться в архив. Там уже можно изучить метрические книги, ревизские сказки. По ним уже можно изучить родословную там, на 7, 8, 12 поколений. Я изучаю родословную, кто жил и умер до меня, года условные рождения, семейства, судьбы, имена. Волонтер болып эшлейбез бу бәйрәмдә. Бәйрәмне без ел сайын көтеп алабыз. Монда бик кеше күп, күңелле, балаларга бик күп төрле уеннар әзерләнгән. Безнең татар кешеләре өчен, мөселман халкы өчен бу шәҗәрәне белү бик тә мөһим. Мин үземнең шәҗәрәмне бик тырышып өйрәнәм. Үземнең 5нче буын бабаларыма, әбиләремә кадәр җиттем. Тагын әле өйрәнергә җыенам. Минем тамырларым әтием ягыннан да, әнием ягыннан да шушы Буа районы Аксу авылындан башланып киткән безнең 7 буын әби бабаларыбыз да шушы авылда туып үскән кешеләр. Только вперед! Я считаю, такие праздники нужны, потому что чем больше мы освещаем значимость нашего рода, знания своего рода, своих семейных ценностей, тем больше это слышат наши дети, и поколение растет более осознанным. Я изучаю историю своей семьи и считаю, что это самое важное для развития. Нужно знать свой род, знать свое поколение, передавать их своим детям, потому что это основа основ. Я лично знаю, наверное, 5 поколений точно. Сегодняшний праздник основан на таких принципах, как сохранить свой род. И меня вот отец учил то, что как зовут моего прапрадедушку, как мой прадедушка, как мы зовут дедушку и так далее. И, скажем так, обучал меня тому, чтобы мы сумели вот эту традицию передать нашим детям и, соответственно, его внукам. Это важно, потому что именно в воспитании поколения остается попытка сохранить именно вот национальные обычаи, национальные обряды, национальные традиции и национальные ценности. Я считаю, что это сегодня очень важное мероприятие. В Америке это второе хобби после садоводства, изучение собственной генеалогии. Вот, поэтому я считаю, что в России тоже должно быть так, особенно в Татарстане. У нас это
заложено от предков, да, чтобы мы знали, и мы должны помнить. Чем больше мы будем рассказывать о генеалогии, тем больше люди будут увлекаться. Здесь условно узнали о генеалогии 1000 человек, завтра они расскажут своим родственникам, будут знать 10 тысяч. Если хотя бы там 10% из них уже задумается об этом, то это уже большое дело для генеалогии Татарстана.